В 777 году завершается строительство джума-мечети. На внутренней стене сохранилась надпись: в 160 году хиджры священную мечеть построили они ради благочестия перед Всевышним, Абу Муслим, да будет над ним милость Аллаха. В 825 году хиджры, в 1529 году по Григорианскому календарю в надписи были сделаны некоторые исправления. В дальнейшем надписи не раз обновлялись в ходе ремонтных работ. По своему архитектурному стилю она относится к самому раннему этапу строительства мечетей. Это и купол круглой формы, и отсутствие минаретов, их стали строить значительно позже. В центральной ее части есть второй этаж с каменной лестницей. На передней части михраба есть надписи на арабском языке. Рай – это дом щедрых людей, а ад – скупых. А также некоторые аяты Корана. Помимо резных окон для освещения, есть и акустические углубления, служившие своеобразными динамиками, чтобы прихожане могли слышать речь имама в любом уголке мечети. Именно к этому времени относятся многочисленные записи арабских биографов, в которых говорится о том, что в Дагестан было отправлено значительное количество арабских переселенцев. Только в Дербентском районе осело около 24 тысяч семей, которые строили города и населенные пункты, обживая этот горный край и одновременно распространяя ислам. И неудивительно, что часть из них попадает и в Гази-Кумух. Именно тогда начинается строительство мечети, о древности которой свидетельствуют сохранившиеся небольшие углубления в стене по обе стороны михраба, называемые арабами максурами. В них можно было свободно, уединившись от посторонних глаз, заниматься богослужением. Как элемент архитектуры, такие помещения встречаются только на ранних этапах строительства мечетей, как на территории халифата, так и в других местах. Гази-Кумух становится одним из цветущих центров арабоязычной культуры. Исторические материалы, в частности «Тарих Дагестан», подтверждают, что ислам распространялся в Дагестане лакцами. Лакс был оплотом многих средневековых мусульманских ученых. Здесь похоронен предводитель газиев Амир Каландар, сын султана Хайдара, сельджукского правителя, посланный сюда из Мекки в XI веке. Он поднял кумухцев на Газават и стал с их помощью распространять веру среди других народов Дагестана. Тогда же к его названию было добавлено слово «гази», то есть «борец за веру». По данным некоторых источников, во время нашествия монголо-татар в XIII веке многие поселения нынешнего Лакского района были разрушены. Но это не сломило горцев. Наоборот, на его территории начинает формироваться Гази-Кумухское шамхальство, в котором образуется единое экономическое пространство, неизвестное доселе в этих регионах, с узкой специализацией сел. По сути, каждый аул – это цеховая организация, отвечающая потребностям внутреннего рынка. Через Кумух также проходила одна из ветвей Северного шелкового пути. Сюда съезжались купцы из Бухары, Стамбула и Индостана. Не зря у горских народов вторым названием Кумуха, где каждый четверг проводилась ярмарка, становится большой рынок. В середине XIII века на территорию Дагестана хлынула новая волна арабских миссионеров. В Гази-Кумух съезжаются ученые, распространявшие среди горцев знания – математику, астрономию, химию и другие науки. Одним из них был ученый-правовед Ахмад бин Ибрахим бин Мухаммад аль-Гази-Кумухи ад-Дагестани аль-Хасан аш-Шафии, родословная которого идет от внука пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Хусейна, да будет доволен им Аллах. Это крупный религиозный деятель, мударрис, ученый, суфий, переписчик рукописей, известен как автор ряда сочинений по догматике, мусульманскому праву и суфизму, знаток хадисов. В Кумухе действовало большое медресе университетского типа, выпускники которого, получив разносторонние знания и отличную подготовку, имели огромный авторитет и были востребованы не только в странах Востока, но и в Европе. Об этом можно судить и по книгам, по которым велось обучение в этом учебном заведении. К сожалению, из огромной библиотеки мало что сохранилось, но и из того, что дошло до нас, можно судить о многом. Одним из последователей Ахмада аль-Ямани считается Али Кумухский старший, ученый, получивший еще при жизни широкую известность во многих странах Востока.
Али, большой или старший, неоднократно посещал крупные культурные центры халифата, общался с видными учеными. По приезде на родину он окончательно обосновался в Казикумухе и еще при жизни достиг известности и почета. До наших дней дошли такие его сочинения, как «Фулуки», «Дурр аль-Аскар», «Варир аль-Зафар» и «Мухтасар». О степени популярности последнего говорит тот факт, что и в наше время это, пожалуй, один из самых распространенных трактатов в Дагестане, изданный на арабском языке, а также на языках народов Кавказа. Еще один памятник истории, о котором мы хотим вам рассказать, связывают с именем кумухца Баратова Абдул-Карима Хаджи, жившего в XVIII веке. Это был суфий, ученый-богослов. С целью совершения хаджа он отправился к святыням ислама, остался там и долгое время ухаживал за могилой пророка, алейхиссалату вассалам, в пресветлой Медине. Не это ли лучшее, что можно оставить после себя? Что же остается нам? Лишь бережно хранить это наследие наших отцов и дедов и, в свою очередь, передать это нашим детям. Да одарит Аллах нас разумом, чтобы мы смогли сохранить и приумножить те блага, которыми наделил нас Всевышний. Аминь.